Дорогие друзья, добрый вечер. Ингушский референдум. Возможен ли он? Сегодня активно обсуждается ингушскими активистами вопрос о проведении всеингушского референдума по вопросу новой границы с Чечней, о соглашении по переделу границы с Чечней. Но, на мой взгляд, такой референдум никто провести не позволит, потому что он не выгоден, во-первых, Кадырову, который имеет большое влияние и который напрямую завязан на Москву. И, во-вторых, он не выгоден федеральному центру, потому что в этом случае федеральному центру придется признать, что он сделал ошибку, а федеральный центр ошибку сделать не может. Это понятно всем. Поэтому такой референдум никто провести не даст. И в ближайший месяц Конституционный суд Российской Федерации, скорее всего, подтвердит правомерность соглашения о переделе границы между Чечней и Ингушетией, и на этом все закончится. Но возможны варианты, есть выход. Вот я предлагаю ингушам сделать следующее. Я предлагаю провести и организовывать не референдум, который по-любому признают нелегитимным, и провести не дадут, а провести всеингушский социологический опрос, открытый социологический опрос среди жителей Ингушетии, прописанных на территории Ингушетии. Причем в этом опросе должны участвовать не только ингуши, а представители всех национальностей, которые там проживают и прописаны, по вопросу о новой границе с Чечней, по вопросу о соглашении. Можно вынести два вопроса. Вариант номер один и вопрос номер один. Поддерживаете ли вы сентябрьское соглашение об изменениях границы Чечни и Ингушетии? Варианты ответов да, нет. Затрудняюсь ответить. И вариант номер два, или вопрос номер два. Считаете ли вы справедливым решение властей республик Чечни и Ингушетии о новых границах между нашими республиками? И также три варианта ответов. Да, нет и затрудняюсь ответить. И вот тогда, когда этот опрос будет проведен, если он будет открыто проведен, с видеозаписями, да, и с фиксацией паспортных данных людей, которые принимают участие в этом референдуме, тогда уже никакой Кадыров не сможет назвать ингушских активистов жалкой кучкой. То есть, если весь ингушский народ проголосует на этом вот всеингушском опросе против новой границы, вот с этим и будет документ, и будет подтверждение юридическое, да, будут эти вот опросные листы социологические, с подписями, все как полагается, и с видеофиксациями, тогда никто уже ингушей не сможет обвинить в том, что их действия неправомерны, потому что опросы у нас проводить никто не запрещает. И в этом случае у ингушей будет очень сильный козырь в борьбе за свои права. Такой вот опрос, это будет очень сильный козырь в борьбе за свои права. И по отношению к Кадырову и соседней Чечне, и по отношению к Москве и федеральному центру. Потому что это будет уже мнение всего народа. Вот тот двухнедельный протест, который был в Магасе, да, там была многотысячная толпа, но даже визуально было видно, что, конечно же, это не вся Ингушетия. То есть это очень и очень много людей, но это не вся Ингушетия. А вот если будет проведен всеингушский опрос на территории Ингушской республики, тогда это будет уже мнение всего народа по данному вопросу. И им можно будет серьезно апеллировать и к общественному мнению, и к федеральным властям, и к Кадырову, и, если будет необходимость, к международным инстанциям. Вот такой вот мой совет ингушам. Сделать это все максимально открыто, легально
и сделать все это в очень короткие сроки. И все это сделать с видеофиксацией, с тем, чтобы никто не мог обвинить ингушей в фальсификации данных этого опроса. Спасибо за внимание.